Слово предоставляется главе Чероптинского УЛУСа Саргадаеву Степану Анатольевичу. Пожалуйста, Степан Анатольевич. Добрый день. Меня слышно, да? Слышно. Слайд виден? Да. Ага. Добрый день, уважаемый Михаил Ефимович, уважаемые коллеги, уважаемый Александр Павлович. Влияние пандемии коронавируса на показатели семейного дохода потребления населения по итогам 2020 года, 2021 года, будь в муниципальном образовании Чероптинский УЛУС район действует проект по семейной экономике. Но в целом распространение коронавирусной инфекции, рост заболеваемости COVID-19, введение локдауна привели к приостановке работы многих предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей и потери трудовых доходов. Кроме того, пандемия коронавируса привела к росту безработицы и сокращению рабочего времени, что также негативно повлияло на доходы населения. Слайд, покажите, пожалуйста, слайд. Не видно слайд. Таблицы вот. Листайте слайд. Вот. Теперь видно. Так, численность официально зарегистрированных безработных в конце декабря 2020 года составила 499 человек, что 2,75 раза больше от соответствующего уровня 2019 года. Из них получающих пособие по безработице 257 человек или 2 раза больше от соответствующего уровня 2019 года. Для смягчения негативных последствий распространения коронавируса в 2020 году в Чероптинском районе успешно реализован пилотный проект развития семейной экономики, нацеленный на обеспечение семей продовольствием собственной заготовки, самозанятости и получения дополнительного дохода. Проект предусматривает предоставление земельных участков, закупку теплиц, рассад и приобретение скороспелых животных, что должно способствовать повышению доходности, обеспечению продовольствием на зиму, развитию семейной экономики. На реализацию пилотного проекта в Чероптинском районе направлено более 15 миллионов рублей. По всем этим направлениям были прикреплены ответственные кураторы от администрации района, общественники и дистанционно работающие организации, и созданы все условия для ведения хозяйства. Так, районом в апреле-мае 2020 года организована централизованная поставка семьям из Хатарского свинокомплекса и крестьянского хозяйства «Сибирь» 914 голов поросят. В мае и начале июня УЛУС закупил и поставил 5800 курных сушек из Нерюнгринской и Якутской птицефабрик по цене без учета перевозки. В 2020 году администрация Чероптинского района предоставила 104 семьям, живущим в многоквартирных домах без подворий, по 200 квадратных метров земли под картофелеводство в селе Мандагай. Также УЛУСом в рамках проекта по развитию семейной экономики из Новосибирска привезены теплицы из поликарбоната. Их по цене завода приобрели 313 семей Черопти. Кроме того, 300 многодетным семьям, занятым в кормозаготовке, предоставлены продуктовые наборы. По направлению организации сбора плодово-ягодных культур и лекарственных растений 5 семей получил грант на общую сумму 70 тысяч рублей. Проект поддержки семейной экономики показал свою эффективность. Жители УЛУСа выражают признательность администрации УЛУСа за то, что в это сложное время своевременно и оперативно принята действительно работающая программа для поддержки семей. Всего доходов от реализации проекта составил более 33 миллионов рублей.
В 2021 году программа по развитию семейной экономики в Черепчинском улусе усовершенствована с учетом опыта 2020 года. Этот проект продолжили на зимний период. На втором этапе проекта было разработано 8 направлений. Основные направления: централизованная льготная поставка 460 тонн зернофуража для устойчивой зимовки лошадей из Хангаласского улуса, Амурской области. Из Алтайского края поставлено 230 тонн комбикорма для устойчивой зимовки скота. Звук пропал. Для поддержки пожилых людей в возрасте от 80 лет и старше в условиях пандемии в рамках проекта волонтерами переданы 250 бесплатных наборов за счет средств районного бюджета. Каждый набор продукты первой необходимости: крупы, макаронные изделия, мука, подсолнечное масло, чай, сахар и другие. Пилотный проект Черепчинского района по развитию семейной экономики нацелен на поддержку населения, желающего заниматься подсобным хозяйством и иметь свой доход. Администрация улуса с объявлением в улусе года родной земли разработала концепции по 3 направлениям. Одно из них – сельское хозяйство, а также разработан проект развития семейной экономики, 3-й этап, как один из главных направлений. В настоящее время организована централизованная льготная поставка зернофуража комбикорма. Многие семьи каждый год, начиная с февраля, уже готовятся к летнему сезону по выращиванию овощей на своей усадьбе, участвуя в этой социально направленной программе. Один из основных направлений является сбор овощей и картофеля от населения. С ХПК Черепча планирует использовать технологию шоковой заморозки. Также в этом году в рамках Года матери и Года родной земли в целях поддержки и благосостояния молодой семьи учредили единовременное предоставление сертификата матерям при рождении, усыновлении первого ребенка в размере 50 тысяч рублей. У меня вкратце все. Спасибо за внимание.